Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы будем делать расклад на тему, сбудется ли мое желание весной и реализуются ли планы. Два пункта посмотрим и посмотрим, почему не реализуются, если вдруг, не дай бог, такое произойдет. И сегодня у нас снимаем видео в полевых таких условиях, потому что я в небольшой командировке. Да, у меня не только YouTube канал, но и постоянная любимая работа. Поэтому я решила снять вот видео такого формата, без условий, как обычно, в общем, без своего стола. Итак, как обычно, все новинки в описании к этому видео и прогнозы по знакам зодиака тоже под видео в описании есть. Ссылочка, обратите внимание. И перед вами, как обычно, три варианта. Первый, второй и третий. И выбирайте свой, а я перехожу к первому. Первый вариант. Сбудутся ли планы и реализуются ли мечты? Ну что, единички. Планы весной, в принципе, ваши должны реализоваться. И причем они реализуются довольно-таки успешно. У нас выпала карта рыбы, карта кольцо и ваша карта бланка. Но смотрите, обратите внимание на то, что они реализуются в одном случае, если вы будете упорно и много трудиться. Если будете подходить к этому делу творчески, если будете как-то вносить свои предложения, вносить и тратить свои силы, энергию и какие-то, может быть, и материальные средства. Если будете, знаете, как, грубо говоря, как рыба в воде, хорошо ориентироваться в происходящем и в тех событиях, которые происходят для реализации ваших планов и проектов. Вот вам нужно быть мобильной, вам нужно быть такой юркой, где-то даже быстрой, динамичной, активной, чтобы планы реализовались. Это, в принципе, и логично, но и карты нам об этом тоже говорят. Но самое главное, что они нам тут намекают, что все зависит от вас, дорогие. Если вы будете, как я уже сказала, вести себя, как я сказала выше, то они обязательно этой весной реализуются. Сбудутся ли ваши мечты весной 2020 года? Карта ребенок, звезды и птицы. Вы знаете, я думаю, если не в полной мере, то большинство ваших мечтаний или в большей степени, если это одна какая-то большая мечта, то она обязательно сбудется. У нас карта ребенок, звезды и птицы. Ребенок и птицы, часто эти карты нам говорят о том, что что-то новое вы можете получить, что-то в вашу жизнь придет, какой-то подарок от каких-то близких и любимых вами людей. Все-таки у нас карта птицы, так как голубки. И ребенок, он здесь тоже счастливый, беззаботный, с куклой, играет, бегает, разговаривает, делится своими делами. Но карта звезды все-таки, с одной стороны, она может нам сказать, что ваши мечты и планы, они реализуются. Ваши планы, мечты, они реализуются, и, грубо говоря, вы поймаете звезду с неба. Но, с другой стороны, карта звезды нам намекает и на то, что ваша мечта, она может быть пока от вас на неком таком расстоянии. Либо ваша мечта, она сбудется, но не в полной мере. Поэтому я желаю вам и рекомендовала бы просто верить в то, что мечта сбудется в полном объеме, не какими-то частями или может быть, если у вас какая-то масштабная мечта, то весной, по крайней мере, она начнет уже вырисовываться и какая-то часть реализуется. Но я бы сказала, что мечта ваша исполнится. Так что, дорогие наши единички, я желаю вам всего самого наилучшего. Надеюсь, что такая
такой мобильный прогноз, да, без условий вам понравится, вы оцените. Ну, как вот получилось, так получилось. Скоро должна вернуться, и будут у вас прогнозы и видео в том объеме, как я обычно и снимаю. Я желаю вам всего самого наилучшего. Самое главное — здоровье. Будьте любимы, здоровы, цените, берегите, радуйте, балуйте себя. Пусть ваша жизнь будет прекрасной и чудесной. Это была Астарта Асантия. Я с вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 2. Двоечки, смотрим вас, и сбудутся ли ваши мечты, и реализуются ли ваши планы этой мечтой. Весной, Господи, прошу прощения. Итак, мечта. Сбудется ли? Карта ребенок, мыши, рыбы и тучи. Вы знаете, я бы сказала, что есть вариант, что мечта сбудется этой весной. Причем достаточно успешно, но вот смотрите, карта мыши и тучи чуть-чуть нам портит картину. Почему? Могут появиться люди и либо обстоятельства, которые могут неожиданно для вас вмешаться и помешать исполнению вашей мечты. Следите за ходом событий очень внимательно и за теми людьми, которые, возможно, должны вам помочь в реализации вашей мечты, чтобы вот не было каких-то мелких неурядиц, каких-то неожиданных неприятностей. Вот там, где не ждали, оттуда, где не ждали, может прилететь. И то, туча — это у нас карта кратковременная, и да, это может быть неожиданно, и также неожиданно и уйти. Неожиданно прийти, неожиданно уйти. Но реализация, она, в принципе, у вас должна быть. У нас все-таки карта ребенок, рыбы. Я думаю, что мечта в большей степени, она реализуется, но, опять же, да, не забывайте про тех мышек, которые могут подпортить вам праздник. Далее, что будет с вашими планами? Реализуются ли ваши планы этой весной? Карта корабль, звезды и солнце. Вы знаете, они начнут реализовываться. Вы будете активно, динамично в этом плане двигаться, идти, развиваться. И причем такими нехилыми уже шагами, довольно-таки крупными. Вот у нас карта корабль. Но дальше у нас идет карта звезды и карта солнца. Ваши планы, они могут реализоваться, но, наверное, не весной, вот, по крайней мере, в полном масштабном объеме, не весной, а ближе к лету. Все-таки у нас карта звезды, она чуть-чуть у нас увеличивает расстояние, но далее карта солнца, которая нам говорит о том, что да, начнется что-то новое, планы реализуются, и как некий новый виток счастья. Самое положительное, одна из самых положительных карт в колоде — это у нас карта Солнца, которая нам обещает, что планы ваши реализуются. Смотрите, у нас период весна, то есть конец мая и, скорее всего, даже начало июня, начало лета, вполне себе ваши планы реализоваться должны. С чем я вас, двоечки мои, и поздравляю. Вот в планах у вас, если будете работать, если будете активны, динамичны, где-то даже потребуется, возможно, помощь командная, либо помощь каких-либо специалистов сторонних, куда можно будет обратиться или нужно будет обратиться. И они вам вполне могут помочь. Но думаю, за весну в полном объеме не реализуется, опять же, да, ближе к началу лета. А вот мечта ваша этой весной, обратите внимание на мышек, вот серьезно, они у нас немного картину портят и могут помешать. Поэтому, дорогие мои двоечки, я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте здоровы, счастливы. Пусть ваша жизнь будет чудесной, воздушной, наполненной красотой, вниманием, заботой и, конечно, любовью. Это была Астарта Асантия. С вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Троечки, дорогие, смотрим вас. И исполнится ли ваша мечта этой весной?
увы, здесь нет, порадовать ничем не могу. Карта метла, гора и клевер не обещают нам, что ваша мечта этой весной реализуется, исполнится. Почему? Какие-то будут преграды, какие-то недомолвки, ссоры, может быть, где-то даже закрытые дороги для исполнения этой мечты. Но шанс есть. Клевер нам обещает шанс и удачу. Просто, возможно, не весной, а в более длительный срок. Я уточнила, что мешает исполнению вашей мечты. Карта лиса, крест и птицы. Вот такое ощущение, пока еще не время. Это первое. И второе, карта лиса нам может намекать о неком человеке, который находится рядом с вами. Человек может быть, такой вот нечестный, да, хитрый, который может говорить одно, а на самом деле у него на уме другое. И причем вот он всеми силами, всей своей душой, скорее всего, не хочет, чтобы эта ваша мечта, она реализовалась. Может быть вполне себе здесь зависть и козни с ее стороны, чтобы вот всеми путями вам помешать. Либо просто это невыгодно данной персоне, которую мы здесь увидели. Я также уточнила для вас, что помогает совет, что вам нужно делать, чтобы ваша мечта реализовалась. Карта якорь, всадник и лилии. Во-первых, работать активно, динамично работать в направлении этой мечты, не опускать руки, конечно же, и надеяться. И лилии нам также с всадником говорят о том, что, возможно, вам может помочь в реализации вашей мечты некий мужчина. Причем мужчина, он уже вот-вот, либо это ваш какой-то близкий родственник, друг или человек, который рядом с вами, который, в принципе, может вам подсобить, может что-то подсказать, и ваша мечта, чтобы она исполнилась. Потому что у нас еще и карта лилии. То есть вполне себе может быть, кстати говоря, что и в подарок вам преподнесут вашу мечту. Не знаю, что ж вы там загадали, но вполне это может быть. Но, как говорится, вы знаете, если, например, эту мечту вашу может исполнить ваш мужчина, либо некий мужчина, то ему просто об этом нужно сказать. Карта якорь. То есть заякорить его на вашей мечте, в том смысле, что не надо отмалчиваться, надо давать ТЗ, как говорится, тех задания, да, в полном объеме, чтобы человек понимал, что конкретно вы хотите, чтобы он не как ежик в тумане бегал и сам себе там что-то надумывал, а именно четко и конкретно понимал, что вы хотите, какую мечту он может вам исполнить. Так, что будет с вашими планами? Реализуются ли планы? У нас карта коса, собака и сердце. Да, здесь реализация будет в полном объеме. Еще и вполне вероятно, что вы получите и прибыль, тоже достаточно хорошую прибыль, и будете радоваться данной реализации. И также смотрите, рядышком есть собачка и сердце, то есть где-то близкий ваш человек, друг, соратник, коллега, какой-то, может быть, даже родственник, которому вы доверяете, с которым вы на короткой ноге, вам вполне может помочь в реализации ваших планов, дорогие мои троечки. Так что мечта, к сожалению, у нас откладывается, а планы вполне себе должны реализоваться. Вот такой вариант у нас вышел для троечек. Я вам желаю, дорогие мои, всего самого наилучшего. Будьте здоровы, любимы, богаты. Пусть ваша жизнь будет чудесной, гармоничной, полной любви, красоты и взаимопонимания. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной.